Китайский диктатор Си Цзиньпин призвал к продолжению жестокого подхода к отношениям с уйгурами в Синьцзяне, несмотря на международную критику. Выступая в субботу в столице Синьцзяна Урумчи, Си Цзиньпин подчеркнул необходимость контртеррористических мер и дальнейшей китаизации ислама, доминирующей религии для уйгуров, которые составляют большинство коренного населения региона, подчеркнув, что социальная стабильность остается там главным приоритетом. Си Цзиньпин заявил в своем выступлении в субботу, что он признает политику Восточного Туркестана. Это показывает, что он является виновником номер один геноцида мусульман-турок в Восточном Туркестане. Преследование и геноцид турок-мусульман в оккупированном Китаем Восточном Туркестане продолжается в молчании исламского и тюркского мира. Самым последним примером этого является казахский туркестанец по имени Кусман Рехим, который был задержан за чтение священного Корана на свадьбах. Китайские власти в Синьцзяне задержали этнического казаха за чтение Корана, в том числе на мусульманской свадьбе, сообщает радио «Свободная Азия». Глава казахстанской правозащитной группы Атажурт заявил в четверг в интервью, что 56-летний Кусман Рехим был задержан 14 июля после того, как прочитал священный Коран в санкционированном порядке. По данным газеты The Times, китайский шпион пытался собрать государственные секреты британских чиновников с помощью LinkedIn. Шпион, который, как говорят, работал в штаб-квартире Министерства госбезопасности Китая в Пекине не менее 5 лет, создал несколько профилей, используя стоковые кадры в качестве изображения профиля, прежде чем обратиться к охранникам, правительственным чиновникам и ученым, которые имели доступ к конфиденциальной информации, а иногда публиковал данные поддельных компаний, выдавая себя за работодателя. По данным The Times, западные спецслужбы считают, что он является самым плодовитым шпионом, работающим против британских интересов за последнее поколение. По данным газеты, первоначальное прозвище шпиона было Робин Джан, но также использовались имена Эрик Чен Иси, Робин Цао, Линкольн Лам, Джон Ли и Эрик Ким. Верховный суд Узбекистана оправдал 240 человек, осужденных советским режимом за участие в басмаческом движении, которое в 1920-1930-х годах ожесточенно боролось против российских и советских войск. 24 августа Верховный суд объявил о своем решении оправдать мужчин, многие из которых были приговорены к смертной казни, а другие приговорены к многим годам тюремного заключения. Этим последним решением было возвращено в общей сложности 856 человек, принадлежащих к движению басмачи. Госдепартамент США одобрил продажу Тайваню инфракрасной поисковой системы слежения F-16 и сопутствующего оборудования на сумму $500 миллионов. Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь отреагировал, заявив, что США должны немедленно прекратить продажу оружия Тайваню. В Китае в 10 регионах префектурного уровня объявлено чрезвычайное положение из-за наводнений, которые могут быть вызваны чрезмерными осадками. Центр по борьбе с наводнениями и засухой выпустил предупреждение о чрезвычайной ситуации 4 уровня в провинциях Шаньдун, Шэньши, Шаньси, Цзянсу, Аньхой, Хунань, Хубэй, Сычуань и Гуйкоу в северной, центральной и юго-западной частях страны, а также в провинции Чунцин.